сейчас вот наше государство, ну и не только наше государство, уделяет очень большое внимание, да, традиционным национальным видам спорта. Вы прекрасно знаете, что есть конфедерация этноспорта, есть игры кочевников, где наша федерация активно участвует вот в этих всех играх. И сейчас идет очень такая сильная реклама и популяризация именно национальных видов спорта. Ну, в Казахстане традиционно это казах-шакрес, кокпар, ну и, естественно, таяк-тарту. Таяк-тарту, который мы вот в течение 10 лет возрождаем этот вид спорта, и оно есть во всех комплексных соревнованиях вот, международных. Поэтому вот эта ценность, именно как национальный вид спорта, мы хотим ее вывести на тот уровень, который даст развитие среди молодежи, да, этого вида спорта. Он всем нравится, очень популярный и захватывающий. Вот, поэтому я считаю, что ее вот, ну, традиционные ценности, как вы говорите, да, вот, и популяризация вот, как культурных ценностей среди молодежи, я думаю, оно в дальнейшем будет очень сильно развиваться, и мы вложим и, по крайней мере, постараемся вложить в нее, чтобы она стала еще более популярнее не только в Казахстане, но и в мире. Значит, здесь вы правильно подчеркнули, что именно педагогический подход – это в первую очередь. С ними должен работать, естественно, тренер-педагог. Вот. Почему? Потому что мы работаем с молодежью, это в первую очередь, а 21 век, да, сейчас молодежь совсем другая. Те методы, методики педагогические, вот, методические, которые были еще 30 лет назад, сейчас они не подходят молодежи. Поэтому мы должны найти тот баланс, да, чтобы самое главное, как говорят, да, в медицине, не навредить. У нас то же самое. Самое главное, не навредить психике молодого человека, не навредить физически, да, чтобы он не получил травмы. Вот. Ну и третье, это смотивировать молодого человека на этот вид спорта. Вот. Это очень важный аспект такой. Вот. Поэтому мы должны сделать все возможное, ну и, естественно, подготовить тех педагогов, тренеров, которые будут работать именно непосредственно с нашей молодежью. Смотрите, в любом случае она влияет и очень хорошо. Почему? Потому что физическое развитие, физическая подготовка для молодого там, школьника, студента, как вы говорите, да, оно необходимо. Вот, необходимо. Поэтому любое, я считаю, да, любое физическое воспитание, физическая нагрузка, оно способствует развитию. Это первое. Вот. Будь дзюдо, бокс и наш масс-рестлинг, таяк-тарту, оно будет влиять. В первую очередь это на физическую, да, способности. Вот. И, естественно, мы должны к этому быть готовыми. Ну, естественно, разработать те методики, которые будут способствовать развитию вот, физических данных, психологических, вот, физиологических. Поэтому, я думаю, такие моменты мы будем разрабатывать. В нашей федерации мы делим, да, вот, подростковый спорт на детей там, младшего возраста, среднего возраста и старшего возраста. Да, старший возраст – это студенты. Вот, поэтому, да,
учитывать надо обязательно. В первую очередь, это, конечно, физиологические данные наших детей. Вот. Физиологические, физические, еще раз повторяю, да? Вот, поэтому у нас разработан положение и разработаны категории. Возрастные и весовые категории. Вот. По этим критериям мы, естественно, проводим все соревнования наши. Вот. Вы должны понять, да, что, например, мальчик 60 килограммов, он не может бороться с мальчиком с 90 килограммов. Поэтому эти критерии существуют, и оно существует очень давно, не только в нашем спорте, но и вообще во всех видах спорта. Олимпийские, неолимпийские, национальные виды спорта, возьмите любые виды спорта, там обязательно должны учитываться эти критерии. Вот, как я вначале говорил, как вам говорил, что сейчас национальные виды спорта очень популяризируются у нас в стране, в нашей республике. Вот. И я думаю, в дальнейшем мы должны, не только как федерация, но и как республика, вот, как наша страна, больше приложить усилий в популяризации, в развитии именно национальных видов спорта. Это, естественно, должна быть государственная программа и поддержка государства в развитии этих видов спорта. Без государственной поддержки очень трудно. Мы можем что-то сделать, да? Вот Гульнар Тимуровна знает, просто со мной работает много лет, что очень трудно. Но я еще раз повторяю, вот, это должно быть. Вот, это должно быть от государства идти. Мы понимаем, что мы будем работать, но еще должна быть государственная поддержка. Опять-таки, если вернемся в начало, да, я вам говорил, что сейчас есть конфедерация этноспорта, есть Всемирные игры кочевников, которые не только спортивные, да, там идет у нас и культурная связь, спортивная часть, также очень много, где работают с нами и ремесленники, ювелиры, артисты, вот, музыканты. Вот этот симбиоз, который много лет, так скажем, да, спал в недрах наших народов, сейчас мы ее подняли на тот уровень. И если вы видели в Астане, 5-е игры кочевников, когда проводили, там вот этногородок видели, да, там видели культурную часть наших народов, да, спортивную часть, понятно, вот. Также ремесленники работали. В общем, он проявляет интерес всего мира именно к национальным видам спорта. Почему? Потому что, считаю, вот сейчас олимпийские виды спорта, да, они хороши, да, они популярны, но в дальнейшем, в течение 10 лет будет много изменений. Мы уже, и народ привык, да, и люди привыкли во всем мире, да, вот к этим видам спорта. Они уже прижились, как говорится, уже приелись, так скажем, да, если грубо говоря. Вот. Сейчас народ требует новые виды спорта, зрелищные виды спорта. И помимо они хотят увидеть культуру народа, да, у нас почти 200 стран, и у каждой страны есть свой вид спорта. Вот эти мы должны и брать. И вот эти вот, я еще раз повторяю, 5-е игры кочевников, которые провела наша страна, показала и открыла ворота в развитии, да, вот, национальных видов спорта, и самое главное, дал толчок тому, чтобы многие страны приезжали к нам как туристы. Для них стал интересен наша страна в спортивной части, в культурной части, в туристической части, да. Вот, поэтому я считаю, что вот, мы даем тот толчок к развитию не только спорта, но и вообще развитию нашей страны.
в том числе и экономически. Человек приезжает, туристы приезжают, привозят свои деньги и оставляют в экономике нашей страны. Поэтому здесь очень такой большой жирный плюс вот, нашим федерациям, которые мы сейчас развиваем. Вот, и популяризируем, да, национальные виды спорта. Да, это очень трудно, очень накладно, но мы не сдаемся и хотим вместе со страной, с нашей, да, развивать национальные виды спорта в Казахстане. Смотрите, я всегда ратую за то, чтобы спорт без науки мы далеко не пойдем. Поэтому я всегда говорил и буду говорить. Наука должна быть спорт должен идти вместе с наукой. Поэтому научный здесь подход обязателен. Сейчас, значит, у нас есть академии, Международная академия масс-рестлинга, есть Казахстанская академия масс-рестлинга, где мы готовим наших тренеров, методистов, судей для того, чтобы правильно, да, тренировать, это раз, правильно судить, это два, и разрабатывать в дальнейшем новые технологии, вот, новые тренажеры, да, для развития масс-рестлинга. На месте не должно быть. Поэтому наука должна нам вместе, мы должны вместе работать вот в этом направлении. Потому что потенциал большой, при том, что это новый вид спорта. Вот. Поэтому вот сейчас у нас есть в нашей федерации есть тренажер уникальный, в мире нет аналогов, разработали наши друзья. Вот. Он дает развитию силовых, да, качеств, скоростных качеств и много-много другого. Вот. Поэтому тренажеры, питание, дальше, значит, исследования, да, вот, все это должно быть в купе вместе с нами и вместе с наукой идти в ногу. Вот. Поэтому любой спорт, я еще раз повторяю, он должен быть вместе с наукой. Вызовы какие? То, что это новый вид спорта. Новый вид спорта, значит, много вопросов возникает, да, нашего, так скажем, которого регулятора, так скажем. Вот спорт, это в лице Министерства спорта, Министерства туризма и спорта. Значит, но мы, еще раз повторяюсь, мы доказали, что наш спорт очень интересен, очень популярен, вот, и имеет место быть, вот, наряду с другими видами спорта в Казахстане, ну и не только в Казахстане, но и в мире. Сейчас, как я говорил, что в более 65 странах мира оно развивается. Поэтому вот, понятно, наша большая цель, это самая основная цель, это войти в олимпийскую семью. Вот, у нас прям даже план поставлен в 1936 году быть на Олимпиаде уже. Вот, поэтому от этого плана мы не отходим. Вот, и будем добиваться того, чтобы мы вошли, да, в олимпийскую семью. Вот. Но для этого, конечно, требуется очень-очень большая кропотливая работа. Это популяризация спорта среди детей, среди школьников, среди студентов, среди взрослого населения. Вот. Поэтому предстоит большая работа именно в популяризации масс-рестлинга. Да, ее более-менее узнали после игр Ковчежников, но в любом случае этого недостаточно, считаю. И мы, как федерация, мы будем ее дальше развивать. Дальше развивать надо, работать. Ну, это, естественно, это регионы, вот, да,
это аймаки наши, да, это районные центры, аулы. Мы должны дойти до каждого аула. При том, что этот вид спорта, он очень доступен всем абсолютно. Хоть на улице ты палку тягай, хоть во дворце спорта. Вот. Поэтому мы должны... мы этим и занимаемся. Хотя это очень трудно, вот, очень сложно, вот, развивать при том, что новый вид спорта в Казахстане. Но мы не отступаем, мы будем дальше работать над этим. Очень много. Вот, на этот год у нас запланировано почти 35 мероприятий спортивных, да, именно по масс-рестлингу. Вот. Но мы должны учитывать вот сейчас геополитическую, да, систему, что сейчас в мире творится. Конечно, оно нам мешает немножечко в развитии масс-рестлинга в мире, да. Вот. Но я думаю, в любом случае, любой войне, любым конфронтациям приходит конец, и мы, как спортсмены должны делать именно тот шаг к миру. Вот не зря же, да, раньше, когда Олимпиада начиналась, все годы останавливались, пока не пройдет Олимпиада. Я считаю, не только Олимпиада, но и крупные такие мероприятия, как чемпионат мира, чемпионат Азии, на территории чьей страны проходит, там должен быть постоянно мир, чтобы спортсмены со всего мира могли приехать и поучаствовать. Почему? Потому что, помните, да, девиз Кубертена «О спорт и мир», вот, это должно быть стоять во главе спорта. Вот. Но то, что сейчас идет развитие масс-рестлинга на чемпионатах Азии, на чемпионатах мира, игры кочевников и другие турниры, да, национального уровня, международного уровня, всегда они привлекают и как население этих стран, да, ну и, естественно, популяризация масс-рестлинга во всем мире. Поэтому такие основные соревнования, как, еще раз хочу повторить, это Азия, мир и много-много международных турниров. Также мы входим, и вот недавно прошел в Огайо и Арнольд, да, фестиваль, огромный фестиваль, где представлены более 100 видов спорта. Поэтому масс-рестлинг там присутствует, также он присутствует на Олимпии, вот, и присутствует на многих турнирах. И в дальнейшем, я думаю, наша рамка будет расширяться по мере популяризации нашего вида спорта в разных странах, да, и они будут включаться, я думаю, и в азиатские игры мы можем включить ее, в закрытых помещениях, также и в открытых помещениях, да, также мы можем участвовать и в пляжных играх. В мире существует очень много комплексных таких мероприятий, соревнований такого международного масштаба, где мы можем спокойно участвовать. Но над этим работает сейчас Международная федерация, именно международный отдел, который ездит по всему миру и рассказывает про наш масс-рестлинг. Вот до этого я вам говорил, да? Вот. Перспективы большие. Еще раз хочу повториться. Вот на предыдущий вопрос я почти ответил на нее. Вот. Перспективы большие. Мы в этом и видим эти перспективы. Я еще раз хочу повторить, что наша окончательная цель – это Олимпийские игры. Я вижу в ней, как говорится, то зерно нашего вида спорта. Мы спокойно можем войти туда. Почему? Потому что оно очень популярно. Первое, доступно. Второе, да? Вот. Ну и есть большая перспектива в развитии вот данного вида спорта.
Поэтому мы не останавливаемся на этом, будем дальше двигаться. Поэтому перспектив очень много, просто нужно будет работать, еще раз работать. В первую очередь я хочу поблагодарить AGT Global, да, вот, то, что они взяли за эту такую большую трудную работу, как проведение международного турнира среди детей и студентов. Вот. Большое спасибо Гульнар Тимуровне. Вот. И хочу пожелать, мы уже проводим второй раз этот турнир. Я надеюсь, что она пройдет еще лучше, вот, еще ярче. Вот. И хочу пожелать нашим всем участникам, вот, в первую очередь, естественно, доехать до нашей столицы Астаны. Вот. Мы рады вас всех видеть, достойно выступить, вот, увидеть нашу страну, вот. Ну и стать, так скажем, чемпионом или призером данного турнира. Вот. Вот. AGT Atlas, да. И хочу пожелать этому турниру вот, дальнейших успехов, вот, популяризации именно масс-рестлинга, таяк тарту у нас в стране, так и на международном уровне. Поэтому еще раз призываю всех, приезжайте, участвуйте и побеждайте.